Сегодня первый вопрос в повестке заседания Ингушского парламента – законопроект о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2023 плановый период 2024 и 2025 годов. Он успешно прошел процедуру в первом чтении, после чего был направлен во все субъекты, обладающие правом законодательной инициативы. Они, в свою очередь, оставили только положительные отзывы о проекте закона. В связи с обращением правительства проект находился в доработке, и сегодня он представлен на заседании с изменениями по сравнению с основными характеристиками, утвержденными в первом чтении, конкретно в части увеличения объемов. В рамках рассматриваемых поправок предусмотрено увеличение доходов бюджета на 1 миллиард 30 миллионов рублей за счет отражения дополнительных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделенных с федерального бюджета на эту же сумму. Также увеличение расходов бюджета на эту сумму путем отражения в расходной части бюджета. Из них с 1 миллиарда 30 миллионов 112 миллионов у нас на предоставление грантов в целях поощрения управленческих команд, 544 миллиона на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Плюс 150 миллионов на строительство госфилармонии, 193 миллиона на развитие сельских территорий. Так как работа над законом завершена, отсутствуют правовые и лингвистические дефекты, докладчик предложил принять закон в окончательном третьем чтении. Прежде чем перейти к голосованию, председатель парламента поинтересовался, есть ли возможности покрытия дефицита республиканского бюджета. Есть, конечно. Источники покрытия дефицита республиканского бюджета являются остатки на счетах по учету средств республиканского бюджета 1,3 миллиарда рублей и бюджетные кредиты в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации. Так парламентарии единогласно внесли изменения в закон о республиканском бюджете. Далее решалась судьба депутата Ахмеда Дидикова. Народный избранник сейчас исполняет обязанности главы администрации Карабулака. Парламентарии приняли решение о досрочном прекращении полномочий Дидикова. Коллеги отметили его высокий профессионализм и плодотворную работу в период их сотрудничества. Пожелали удачи на новой должности. Я считаю, что жителям Карабулака повезло с этим главой администрации. Ахмед Борисович имеет очень большой опыт хозяйственной деятельности, и поэтому в скором времени мы будем видеть, что проблем в городе Карабулак станет намного меньше. Третий пункт повестки – принятие постановления с рекомендациями, направленных на сохранение ценных культурных памятников Ингушетии. Они были составлены по итогам прошедшего совещания Народного собрания, где обсуждалось исполнение законодательства в сфере управления и распоряжения объектами культурного наследия. Депутаты объяснили, чем была вызвана необходимость принятия постановления. Это федеральная собственность, это достояние народов Российской Федерации. К ним доступ не ограничен. Любой человек может туда поехать посмотреть. Какие-то маленькие межтейповые разногласия появились, споры были. Сегодня была необходимость обсудить это, обсудили единогласно, постановление принято. Я думаю, что будут приняты меры. Министерствам, ведомствам даны поручения для того, чтобы они в первую очередь исполняли законодательство. Федеральный закон, региональный закон. Также в рамках 35-го заседания ингушские парламентарии рассмотрели федеральные законопроекты, среди которых был и закон об образовании, а именно внесение изменений в организацию бесплатной перевозки учащихся школ. Диана Дударова, Султан Булгучев, Новости 24.